В ингушском языке есть два слова, которые пишутся практически одинаково. Это такие понятия, как «сек» – человек и «сах» – милостыня, пожертвование. По сути, они схожи не только по написанию, но и смыслу. Ведь человек становится гуманным только тогда, когда способен жертвовать чем-то ради другого человека. Большинство людей под словом «сах» подразумевает что-то материальное, но это понятие имеет более глубокий смысл. Нам стало интересно, какой смысл вкладывают в это слово люди. ويدو قاندن حد واغش تعتيرش ساغ دعدل اسخلر ديك دولش حد واغش حمدس يزج خان دلش دوخ ساخل اوتسو دعدل يشملولش خان دعدلش جوا ديك حمدس сах. На самом деле, само понятие сах, как и часть ингушской культуры, так и в целом религиозных канонов, довольно-таки обширное, потому что, во всяком случае, всегда есть человек, который нуждается в чем-то больше, чем мы сами. И сама милостыня сама по себе, то есть осуществление ее, это уже, во-первых, благо для самого человека, который это делает, и, естественно, приносит пользу и человеку, который ее принимает. У нас испокон веков так и обращение к гостям, так и обращение к пожилым людям, к детям, то есть все это было вложено в целом в ингушский народ, и опять-таки, естественно, как мы упоминали, с приходом ислама тоже это укрепилось, стало чем-то единым. И опять-таки, если упираться в ислам, то это довольно-таки благородное дело, и во всяком случае это воздастся как в этом мире, так и в ином. Гештер дехаш, гехетен бердехаш. Бусупсак сах лушхал вес. Сах это, я считаю, что это милость нуждающим у нас на сегодняшний день в нашей республике нуждающих много, и зарплаты низкие, и люди бедные не могут себе свою семью содержать. И я думаю, что вот эти люди, которые нуждаются в этом сах. Слово «сах» очень схоже с арабским словом «садака» или «садака». В исламе это добровольная милостыня, которую мусульманин выплачивает нуждающимся по собственному усмотрению и желанию с намерением заслужить довольство Аллаха. В более широком смысле «садака» – это любое благодеяние. Если вы сказали человеку доброе слово, улыбнулись ему, помогли в чем-то незначительном, выслушали, дали совет, это тоже может быть садакой или сагом. Тихи юача дылчы дезді, второй юача дук дезл болчы дылчы дезді, дамелденіш дезді цискуду, моллахчу бируду, дамел качашмети, сах дезді, дылыр дуак лерхими хамад. Ты даешь сах, тебе возвращается это в кратном размере, и ты помогаешь людям, ты сам чувствуешь себя, ощущаешь себя лучше после этого. Когда ты сделал что-то хорошее, ты понимаешь, что ты как бы не зря живешь в этом мире, что ты можешь помочь кому-то. На самом деле не думаю, что есть какое-то определенное время, когда необходимо делать сах. Это можно делать в любое время. То есть дать милостыню даже человеку, проходящему мимо, который попросил, те же люди, которые могут опять-таки нуждаться в этом. Это во всяком случае не имеет каких-то ограничений. Это зависит от человека, и во всяком случае это приносит радость в первую очередь человеку, который это совершает, я думаю. هيئته بانشخان هيئته بولشخان دلر قادك هذا ساخ تعشت أبردلون أخان تيلر عنده غرب دين وشك بوسمنا خصاه دلر دقشناها دق خص حمداها كاشر بوسمنا دق غزد والش حم خلروين. Сах это сах, любая помощь. Вот сегодня, да, там, дети, которые могут себя, знаешь, чувствовать себя хорошо, там, покупать там, одежду, книги, там, знаешь, дать денег, там, знаешь, перед школой, чтобы они могли себе покупать там, учебники. Я считаю, вот это сах. Сах или садака имеет тот же корень, что и слово «искренность». Когда ты отдаешь человеку что-то от всей души, не имея какие-либо иные свои цели. Сах мы даем в каждый четверг, в праздники, в Курбан-Байрам, Ураза-Байрам или Мархаш, во время мавлида, когда умирает человек или рождается ребенок. Есть и обязательная милостыня, которую нужно выплачивать каждому мусульманину – закят. Но по большей части любое пожертвование – это жест доброй воли.
Sağ yaxır, çoğu ve mek yeşirdi, buzul mağur saga yeşirdi, dokuller ximedi, вон саг бали хуалжды. Сах можно давать кому ты считаешь нужным, бедным людям, тем, кто болеет. Это человек, если он дает сах, вот, например, если я даю сах, я себя чувствую приятно, мне это очень приятно. Если люди радуются, мне, знаешь, удовольствие от этого получаю. У меня есть возможности помочь, дать сах. Allah rəsəl sahmnal baxçı olsa şey dolço meskişna huk hajj olsa Allah rəsəl sağ bol muslimlar. Жертвуя чем-то из своего имущества или стараясь помочь кому-то, кто находится в более тяжелом положении, мы не только смягчаем свои сердца, дарим радость людям, но и создаем атмосферу взаимопомощи и взаимовыручки, так как когда мы делаем добро, она вскоре к нам возвращается.